Уважаемые ветераны, дорогие наши старшие товарищи, поздравляю вас с 80-летием разгрома фашистских войск на Курской дуге, в той битве, с которой начался уже необратимый путь к нашей великой победе, Великой Отечественной войне. Сколько бы лет ни прошло, но война отзывается особыми чувствами в сердце каждого из нас. В каждой семье мы храним память о своих родных, близких, сражавшихся за нашу Родину или ковавших победу в тылу в те героические годы. Эта память для нас священна. И вот сегодня уже говорилось об этом. Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны, он тоже для нас всех крайне важен. И дважды он сегодня уже отмечен на самом высоком государственном уровне. Наши города Якутск и Алдан удостоены указами президента страны Владимира Владимировича Путина звания «Город трудовой доблести». Не так много субъектов в нашей стране, в которых есть два города трудовой доблести, и вот как раз Якутия входит в это число. Сегодня наша страна вновь проходит через самые непростые и тяжелые испытания. Битва, которая сейчас идет на наших западных рубежах, это битва, правильно сегодня говорится об этом, это битва за наше будущее. Мы все сегодня сплотились вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, сплотились вокруг идей, которые он продвигает по специальной военной операции. Мы сплачиваемся ради нашей общей победы. С первых дней специальной военной операции якутяне стали на защиту Отечества. Первым из них высокого звания Героя России удостоен как раз вот наш земляк, командир добровольческого отряда «Ботур», о котором сейчас вот Василий Васильевич рассказывал, Александр Гаврилович Колесов. Вот как раз я сидел, смотрел, вот здесь как раз показывают кадры его награждения президентом Российской Федерации, когда он получил звание Героя России. Очень надеюсь, что сегодня мы все услышим радостную новость, и к высшим наградам представлены наши танкисты Алексей Неустроев, Филипп Исеев, которые тоже сегодня стали символом несгибаемого мужества якутян, которые они проявляют на полях специальной военной операции. Мы все гордимся своими героями, все они потомки воинов-освободителей, все они продолжают великие традиции победителей фашизма. И мы все уверены, что победа обязательно будет за нами. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех наших ветеранов, поблагодарить руководство, активистов, членов Республиканского совета ветеранов за огромную, на самом деле, работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, за поддержку государственной политики, которая проводится нашим президентом. Конечно же, в зоне нашего особого внимания сегодня должна быть подготовка к встрече 80-летия Великой Победы. И я полностью поддерживаю предложение Будимира Дмитриевича. Такое поручение мы уже давно. И я прошу, Георгий Михайлович, чтобы указ о создании Организационного комитета по 80-летию Победы и о работе Организационного комитета Победы, вот как раз то, о чем Будимир Дмитриевич говорил, он у нас был готов, и я подписал его 2 сентября этого года, в день, когда закончилась Вторая мировая война, в день нашей победы над милитаристской Японией. Наш святой долг сегодня поддерживать здоровье участников, ветеранов войны, тыла, продлевать продолжительность жизни, активное долголетие нашего старшего поколения. Я с особой гордостью еще раз могу передать вам высокую оценку проводимой нами работы нашим президентом, которую он дал при нашей встрече в мае, когда он особо подчеркнул наши успехи в долголетии и наши успехи в демографии. Мы, якутяне, стали жить дольше, с каждым годом нас становится больше. Впервые за все годы продолжительность средней жизни в Якутии достигла практически 73 лет. У нас с каждым годом становится больше многодетных семей. Мы в числе лидеров регионов по рождаемости. И мы все помним, как раз в дни празднования Исеха Туймады в этом году нас, жителей Якутии, стало 1 000 000.
В нашей республике сегодня проживает 154 тысячи наших граждан старше 60 лет. Каждый достоин долгой, здоровой и счастливой жизни. На ближайшие 5 лет мы ставим перед собой такую очень серьезную задачу – увеличить продолжительность средней жизни в республике до 78 лет, а в 2030 году вступить в клуб, к сожалению, пока маленьких, тех регионов, где продолжительность жизни уже свыше 80 лет. Для обеспечения здорового, благополучного долголетия необходимо расширять услуги и возможности для пожилых людей. В нашей республике действует программа «Активное долголетие». Вот за прошлый год этой программой у нас охвачено более 5000 человек. В системе здравоохранения, вы знаете, в прошлом году мы ввели крупнейший кардиоцентр на Дальнем Востоке, один из лучших в стране. В этом году мы обязательно введем онкологический центр. Сейчас строятся центральные районные больницы во многих районах. Вот бывая в них, радуюсь, что уже в районных больницах на селе мы ставим уже сегодня не просто там УЗИ-аппараты, не просто новые рентген-аппараты, уже даже компьютерные томографы становятся обязательным предметом для наших сельских районных больниц. Конечно же, мы будем и дальше развивать гериатрическую службу по всей республике. Я считаю, что вот правильное предложение поступило от Василия Васильевича, и многие ветераны мне про это пишут, что нам надо уже в республике, здесь в столице, создавать центр активного долголетия, где ветераны могли бы собираться, общаться, проводить совместно время. Многие люди старшего поколения хотят реализовать свои проекты социальной направленности, быть занятыми. Это все поддерживает настроение не просто жить, но и быть активными, быть востребованными. И, конечно же, я вот это предложение прошу наше правительство изучить и внести предложение о возможности открытия Центра активного долголетия здесь у нас в Якутске и конкретные сроки, когда мы этот проект можем осуществить, в этом уже предложение также внести. Конечно же, вместе с этим надо развивать систему поддержки пожилых людей у нас на местах, в районах. Об этом я уже говорил в своем послании на 2023 год. Органам местного самоуправления надо активнее внедрять проекты социального такси, летних оздоровительных лагерей, образовательно-досуговых центров для людей старшего возраста. Старшее поколение, как и во все времена, у нас в республике готово передавать нам опыт, умения, навыки. Всем также необходимо подключаться к внедрению программ поддержки занятости старшего поколения, к развитию наставничества. Хочу отметить, что вот те инициативы, которые сегодня у Галины Ивановны прозвучали для организации, например, летних лагерей для наших граждан старшего возраста, на сегодня она очень активно обсуждается и поддерживается. Я считаю, что вот, судя по тем самым положительным отзывам, которые я получаю, надо эту систему тоже поддерживать. Также прекрасным подспорьем для поддержания бодрости, конечно же, может являться социальный туризм для наших пожилых сограждан. Я прошу Министерство труда и социального развития и Министерство предпринимательства и развития туризма здесь тоже подготовить и внести предложения по реализации мер поддержки этих направлений. Конечно же, я, Галина Ивановна, с удовольствием поддерживаю ваши предложения по Тургеневской карте, которую вы уже имя придумали, так, замечательно. Ну, это, конечно, вопрос федеральный, но мы соответствующее предложение, конечно, подготовим и будем выносить на уровень руководства страны с тем, чтобы оно было рассмотрено и обсуждено, и какие-то решения принимались. Конечно же, не менее важным я считаю вопросы поддержки социальной занятости старшего поколения. Многие люди сегодня уже в возрасте на пенсии не просто хотят быть, сидеть дома, они хотят быть полезными. И знаю, что многие хотят изучать различные виды промыслов, народного творчества, даже создавать продукцию какую-то определенную и приносить доход своей семьи. Такой поддержкой, на мой взгляд, мог бы быть социальный контракт. Конечно же, здесь, к сожалению, есть определенные ограничения, так, я правительство здесь прошу посмотреть, там, если даже немножко прожиточный минимум у пенсионера превышается, то он уже не может воспользоваться социальным контрактом. Я считаю, что все-таки для повышения качества жизни наших
пенсионеров, нашего старшего поколения, я прошу вот правительство, прошу Минтруд рассмотреть вопрос и внести предложение именно по изменению положения об оказании государственной помощи на основании социального контракта, включив отдельную социальную программу специальную для людей старшего возраста. Я считаю, что это заслуженно, они своей жизнью, своим доблестным трудом это заслужили. Конечно же, сегодня в особом внимании нуждаются дети Великой Отечественной войны, дети войны, которые пережили вместе со взрослыми тяготы и лишения военных и послевоенных лет. Я считаю, что, конечно же, признанием вклада детей войны в победу должна стать материальная поддержка. Вот как раз то, о чем Галина Ивановна говорила, чтобы у нас все-таки выплаты были уже не просто по юбилейным датам, а стали ежегодными. И Министерство труда, я тоже вот прошу, и Георгий Михайлович, прошу правительство отработать, чтобы был подготовлен проект указа главы Республики Саха-Якутия об установлении ежегодных выплат детям войны, предусмотрев начало выплаты уже с 2024 года. Немаловажно для нашего старшего поколения, конечно же, общественно значимая деятельность и признание ее результатов. Я считаю, что сегодня ветеранское движение нашей Якутии одно из самых востребованных и одно из самых работающих общественных организаций. Вы проводите огромную работу по сплочению людей, по сплочению ветеранов всех возрастов, наставничеству, по патриотическому воспитанию. И эта работа должна быть всецело поддержана и признана всем нашим обществом. Я уверен в этом результате. Дорогие друзья, вот сегодня было обсуждено на самом деле много вопросов, не все я охватил в своем коротком выступлении. Я обещаю, что вот мы их обязательно обобщим. По итогам сегодняшнего нашей встречи выйдет протокол моих поручений, в котором я и правительству, и ответственным министерствам поручения дам, и они обязательно будут выполнены в кратчайшие сроки. Еще раз хочу поблагодарить каждого из вас, ветеранов войны, ветеранов труда, тыла, детей войны, за тот бесценный вклад, который вы вносите в развитие нашей республики. За жизнелюбие, за душевную теплоту, силу духа. Я всегда у вас ее вот заряжаю, всегда получаю у вас поддержку. Спасибо, Будимир Дмитриевич, за теплые слова. Я всегда ощущал поддержку наших ветеранов на всех выборах, в которых участвовал, самых молодых лет. Вы учите нас патриотизму, вы учите умению хранить веру в лучшее, в даже самое трудное время. Это помогает нам как раз вот преодолевать все те невзгоды, непростые ситуации, которые в жизни бывают. Вот Будимир Дмитриевич вспомнил и пандемию, и лесные пожары. Это все было, мы все это вместе с вами преодолели. Да, конечно, было трудно, было сложно. Там не только кулаком по столу надо было стучать, там и по голове кое-кого приходилось стучать. Так, но результат, он оправдан. Когда вот пандемия шла, я с самого начала говорил, что когда меня обвиняли, что я иногда закручиваю гайки, иногда вот кулаком стучу и так далее, я всегда говорил, что, вы знаете, пандемия закончится, и нас всех, нашу работу будут оценивать только по одному критерию. Только по одному. Сколько человек погибло в этот период. И вот пандемия закончилась, мы на одном из самых низких показателей по смертности по стране. Если быть точным, 81 место из 85 регионов России. Это вот лучший показатель. Спасибо. Это вот лучший показатель, что мы вместе с вами, якутяне, все сделали правильно. Я принимал тяжелые, может быть, решения, вы их выполняли, я вот ветеранов за это благодарю, вы очень дисциплинированный контингент как раз. И наши медики, конечно, мы еще раз выражаем им огромную благодарность, они спасли очень много жизней. Спасли многих, которых, на самом деле, наверное, было очень сложно спасти, они все это сделали. Мы поэтому еще будем долго это оценивать, понимать, какой подвиг был тогда совершен вообще и в нашей стране, и в целом у нас в республике, именно всей системой здравоохранения, Роспотребнадзора, всеми теми, кто боролся против этого очень тяжелого заболевания. И, конечно же, я очень надеюсь, что больше такого уже не повторится. Вот. Но, конечно, сегодня вот другая у нас беда – это
западные страны, которые практически объявили нам войну в открытую, так, и наша с вами святая задача сейчас опять победить. И я уверен, что мы победим. Потому что мы всегда побеждали, вот как раз сегодня вы про это много все говорили. И, конечно же, вот сегодняшняя ситуация, еще раз подчеркну, нам очень нужны ваш оптимизм, нужна ваша смелость, с которыми вы в сложнейших условиях всегда сталкивались по жизни и всегда преодолевали. Вы те люди, которые вместе с нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым создавали новую Якутию в новой России. И огромная вам за это благодарность. Мы все помним заветы Михаила Ефимовича. Конечно же, для нас в новом столетии нашей государственности, в новом столетии нашей республики главная задача – это достойно принять эстафету, которую ваше поколение нам передает, и достойно продолжить путь развития нашей родной Якутии. В нашем движении вперед, конечно же, для меня вот в крайне непростое время, как для главы республики, очень важна ваша личная поддержка. Я сегодня услышал очень теплые слова, я искренне вас за это благодарю, и вот уверен, что и дальше будем вместе рука об руку идти вперед для того, чтобы люди в нашей республике жили лучше, жили счастливее, жили дольше, здоровее. Вместе только вперед. Спасибо.